На протяжении каждого учебного года в образовательных организациях ИНТы проводятся профориентационные мероприятия. Специалисты разных служб и ведомств приходят в школы, чтобы встретиться со старшеклассниками и рассказать ребятам о плюсах своих профессий. На днях один из таких уроков провели сотрудники уголовно-исполнительной системы Республики Коми, колонии поселения 38 Книшпогосского района. Момент определения с профессией является одним из важнейших этапов жизни человека. Делать свой выбор предстоит каждому старшекласснику. Я учусь в 11 классе, хочу сдавать общество, профильную математику, ну и русский. Хочу поступать на учителя начальных классов. Вот. Пока так думаю. У меня то же самое. Я учусь вместе с ней в 11 классе. Тоже выбрала профильную математику, общество, русский. И тоже с детства хотела быть учителем начальных классов. Я вообще еще не решился, куда буду поступать. ЕГЭ какие хочу сдать. В первую очередь я хочу сдать биологию, дальше географию, русский, математику. То есть базовый и там дополнительный. Вообще представление есть, что это может быть сварщиком, может быть кем-то еще. А в основном я не решился. Для ребят, которые еще не определились, кем хотят стать и куда будут поступать после школы, сотрудники колонии поселения Книшпогосского района рассказали обо всех преимуществах службы в уголовно-исполнительной системе, о перечне специальностей, реализуемых в образовательных учреждениях высшего профессионального образования ВСИН России. Образовательные организации ВСИН России подготавливают сотрудников, готовят кадры для уголовно-исполнительной системы по различным направлениям, таким как юриспруденция, правоохранительная деятельность, психологическое направление, организация режима надзора, также в сфере пробации. Александр Васильевич немножко потом расскажет про это направление. Также в этом году еще добавилось у нас такое новое направление, вид направления – это пожарная безопасность. Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Соответственно, различные направления, и форма обучения у них тоже разная. Где-то 4 года необходимо отучиться, где-то 5 лет. Учащиеся 9-11 классов узнали много нового об институтах и службе в уголовно-исполнительной системе. Условия принятия, социальные гарантии, которые распространяются на сотрудников, возможности карьерного роста. Обо всем этом ребятам рассказали специалисты своего дела. При поступлении на службу, в институт на обучение, каждому курсанту, абитуриенту еще на момент поступления, после присяги присваивается звание рядовой внутренней службы. То есть это уже с этого момента у вас начинается служебная деятельность. Обучение оно входит в этот стаж службы, и, соответственно, в общий стаж службы для исчисления пенсии он также включается. В целом, если брать, чтобы вот это не через рассчитывать, я как выпускник вуза могу сказать, у меня в 33 года, даже в 32 уже будет пенсия. То есть в рамках того, что гражданские, люди, которые на гражданской работе работают, мужчины должны до 65 работать, но здесь на севере до 60, женщины, соответственно, до 55-50. У нас это все унифицировано, то есть у всех, пожалуйста, после выпуска 30, еще, сколько там, лет 10 получается, и поработать. И все, и в 33 года уже можно смотреть на что-нибудь еще, либо продолжать службу далее. Единственное, что после обучения у вас идет контракт, то есть не нужно думать, где я буду работать, искать работу, как это бывает после гражданских учебных заведений, получил юриста, пошел работать бариста. Тут все проще, то есть все, контракт заключили со своим регионом, либо с каким-то другим, то есть еще дают, скажем так, выбор, если регион какой-то не добрал себе курсантов, соответственно, можно будет даже выбрать. Если кто-то там, может быть, задумывается о том, чтобы посмотреть Россию, все возможности даже есть. Про бесплатность образования. То есть образование вот это у нас полностью бесплатное, вы за него не платите ни рубля, скажем так, И более того, получаете заработную плату, она же денежное довольствие. То есть при поступлении все, с момента зачисления у вас начинается уже и стаж, и зарплата. То есть где в гражданских вузах надо еще подработку искать, здесь ничего не надо, учишься и получаешь эту зарплату. Там было озвучено минимум 13, сейчас, конечно, она чуть повыше.
Да, от 15 до 25, в зависимости от курса, от успеваемости и от заслуг. Вот. Соответственно, минимальная ставка – это 15 тысяч рублей в месяц. В целом, с учетом того, что курсанты обеспечены всем, это форма, какие-то питание, проживание, то есть ни на что тратиться не надо в целом, да, на что тратятся обычные гражданские абитуриенты. Вот. Соответственно, можно даже где-то попытаться отложить. В завершении профориентационного урока будущим выпускникам пожелали успешно окончить школу, стать востребованными специалистами и помнить, что работа должна приносить не только достойный заработок, но и моральное удовлетворение.